Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире информационная программа «Новости», в студии Наргиз Абдурахман. За годы независимости в стране созданы новые производственные потенциалы, линии электропередачи, электростанции, сформирована единая энергетическая система Таджикистана. Но для эффективного использования электроэнергии необходимо добиваться сокращения потери электроэнергии, ее экономного использования, в том числе посредством широкого использования энергосберегающих технологий. Таджикистан обладает огромными гидроэнергетическими ресурсами, и сфера производства и реализации электроэнергии имеет большое значение для повышения промышленного и экспортного потенциала страны. За годы независимости в стране созданы новые производственные потенциалы в объеме 1900 мегаватт, линии электропередачи протяженностью более 1100 километров, 4 подстанции мощностью 500 киловольт, 10 электростанций мощностью 220 киловольт и другие электростанции. Сформирована единая энергетическая система Таджикистана. В целях развития отрасли в период независимости в целом было реализовано 25 проектов на общую сумму в 23 миллиарда сомани. В настоящее время при поддержке правительства страны продолжается реализация 9 проектов на общую сумму 6 миллиардов сомани. Правительство Таджикистана на строительство гидроэлектростанции «Рагун» с момента начала строительства и до сегодняшнего дня затратило за счет государственного бюджета 24 миллиарда сомани. Наряду с созданием новых энергетических объектов ускоряется реконструкция и восстановление действующих станций. Такой шаг создаст возможность полностью обеспечить электроснабжением отрасли национальной экономики и населения страны за счет внутренних производителей. На встрече с работниками промышленного сектора лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, отметил, что невозможно обеспечить развитие промышленных секторов без достаточной электроэнергии. Поэтому необходимо в дальнейшем обеспечить эффективное и экономичное потребление электроэнергии и широко наладить использование современных энергосберегающих технологий. Зумрат Файзиева, Зоишон Назаршо, телевидение Таджикистан. Праздник Мехргон в культуре и цивилизации таджиков занимает особое место. Мехргон является не только древнейшим, но и ценнейшим наследием наших славных предков. И сегодня, как и на протяжении нашей многовековой истории, считается одним из основополагающих столпов национального самосознания нашего народа. По инициативе лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, в период независимости страны этот праздник был возрожден. Мехргон наряду с Наврузом и Сада является одним из древнейших праздников нашего народа. Мехргон с 2009 года в Таджикистане признан национальным праздником и отмечается на высоком организационно-культурном уровне в рамках государственных мероприятий. Во всех городах и районах Таджикистана уже проходят мероприятия, посвященные празднику Мехргон, который означает завершение полевых работ. Земледельцы выставляют на показ плоды своего труда, радуются изобилию урожая, а опытные дихкани делятся своими агротехническими секретами с молодежью. Мехргон занимает особое место в культуре таджикского народа. Наши предки в своей исторической памяти хранили традиции и обычаи, связанные с ним, и сберегли до наших дней. Этот национальный праздник пронизан идеями созидания и гуманизма и является свидетельством того, что еще с древних времен наши предки были земледельцами. Высокие нравственные ценности Мехргона издревле и до сегодняшнего дня имеют прочную связь с наукой, литературой, культурой и жизненным укладом нашего народа. Великие таджикские поэты и ученые Рудаки, Фердавси, Бируни, Унсури, Фарухи, Манучахри, Низоми и другие в своих творениях прославляли пронизанную мудростью и человеколюбием суть Мехргона и призывали праздновать его с чистым сердцем и добрыми помыслами. Уже 5-й год, как Мехргон отмечается по всей стране. Трудолюбивые земледельцы, как и весь народ, встречают его с большой радостью и воодушевлением и поздравляют друг друга с чувством благодарения за атмосферу мира и спокойствия на нашей родине.
Следует отметить, что земледелие является для нас жизненно важной сферой, а благодаря усилиям тружеников полей рынки страны изобилуют качественными и экологически чистыми сельскохозяйственными продуктами. Сфера сельского хозяйства играет важную роль в деле достижения одной из стратегических национальных целей – продовольственной безопасности и развития промышленности, особенно легкой и пищевой. Благодаря добросовестному труду опытных дихкан с каждым годом увеличивается объем производства сельскохозяйственной продукции, а качественные плоды их труда насыщают внутренний рынок и экспортируются в различные страны. Экологически чистые, необычайно вкусные, ароматные и полезные таджикские фрукты и овощи пользуются таким огромным спросом, что в дни Мехргона многие туристы посещают Таджикистан с целью отведать таджикских райских плодов. Специалисты отмечают, что праздник Мехргон способствует большему расширению и укреплению национального самопознания и самосознания, всегда будет служить импульсом для расширения работ по созиданию и благоустройству, по большему производству сельхозпродукции и охране нашей неповторимой природы. Зумрат Файзиева, Зоишо Назаршо, телевидение Таджикистан. Таджикские тэквондисты завоевали 5 золотых, 5 серебряных и 10 бронзовых медалей турнира Бухара Open. У мужчин чемпионами турнира стали в соревнованиях среди взрослых душанбинский спортсмен Мухаммадзио Каримов в весе до 49 килограмм и среди детей до 12 лет Киран Кумар в весе 18 килограмм. Среди молодежи представитель города Куляба Анушервони Соиб Назар в весовой категории до 63 килограмм. Среди молодежи у девушек блестяще выступила Муниса Айматова в весовой категории до 49 килограмм, которая совсем недавно стала победительницей мировой серии GL Beirut Open 2019 по тэквондо в Ливане. Это 6-я медаль Мунисы на международных соревнованиях в 2019 году. Золотая медаль также завоевала Насиба Пакиева из Душанбе в весе до 55 килограмм. В Душанбе в целях пропаганды здорового образа жизни и создания благоприятных условий для отдыха горожан продолжается строительство спортивных и детских площадок. Создание подобных объектов культурно-развлекательной и оздоровительной инфраструктуры в городе Душанбе направлено на предупреждение случаев правонарушений детьми и подростками, привлечение их к занятиям спорта. И данная инициатива приносит свои плоды. Подробности у Зумрат Файзиевой. В городах и районах страны созданы благоприятные условия для детей и подростков для занятий различными видами спорта. Развернутое в городе Душанбе масштабное строительство универсальных спортивных и развлекательных площадок свидетельствует об успешной социальной политике руководства государства, которая направлена на счастливое будущее молодого поколения страны. В 2018 году в Душанбе создано 111 детских спортивных площадок, оснащенных всем необходимым оборудованием. Эти объекты рассчитаны таким образом, чтобы дети, подростки и взрослые со всеми удобствами и пользой могли проводить свое свободное время. На территориях, прилегающих к спортивным и детским площадкам, проведены работы по озеленению, высажены деревья, декоративные кустарники и цветы, что еще больше украшает местность и создает дополнительный комфорт. В 2019 году в столице запланировано строительство более 60 площадок, из них 46 уже сданы в эксплуатацию. Новые объекты придают столице красивый современный облик, создают комфортные условия для проживания и проведения досуга жителей и иностранных туристов. Нынешние подростки и молодежь выбирают здоровый образ жизни и занятия спортом. Ведь веселое времяпрепровождение с друзьями на детских игровых площадках на свежем воздухе дает не только заряд положительных эмоций, но и благоприятно влияет на здоровье в целом. Инициатива руководства государства в этой сфере уже приносит свои плоды. Молодые представители Таджикистана стали больше завоевывать призов на международных соревнованиях и позиционировать Таджикистан с лучшей стороны. Так, молодежная сборная Таджикистана по футболу одержала 3 победы в отборочном турнире чемпионата Азии 2020 в группе «С». В заключительном туре подопечные Зайнидина Рахимова обыграли сборную Сирии со счетом 1-0. Ранее в отборочном турнире молодежка Таджикистана взяла верх над командами Мальдив 9-0 и Ливана 1-0.
Таким образом, набрав 9 очков, наша молодежная сборная заняла первое место в группе «С» и завоевала путевку в финальную часть чемпионата Азии по футболу, которая в следующем году пройдет в Узбекистане. Это победное шествие наших футболистов еще раз подтверждает, что политика, направленная на развитие спорта, более чем успешна. Зумрат Файзиева, Зоишо Назаршо, телевидение Таджикистан. Дорогие телезрители, это были все новости к этому часу. До новых встреч!